Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. А в эти дни в Агровузе Якутии прошел отборочный этап всероссийского конкурса «Агро-НТРИ» среди учащихся образовательных учреждений, сельских поселений и малых городов. Конкурс направлен на реализацию творческого потенциала учащихся, также их ранней профессиональной ориентации. Гостья у нас в студии Сардана Степанова, куратор всероссийского конкурса «Агронауки, технологии, развития, инновации». Сардана Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. В первую очередь расскажите немного о самом конкурсе, когда его стали проводить и каковы его основные цели и задачи. Сам конкурс впервые был организован в 2017 году Фондом содействия инновациям и Ассоциацией агрообразования России при поддержке Министерства сельского хозяйства и Министерства просвещения Российской Федерации. И основной целью этого конкурса является ознакомление школьников с передовыми технологиями, которые применяются в агропромышленном комплексе, такими как робототехника, цифровые метеостанции, ульи, также биотехнологии. И тем самым мы привлекаем наше будущее поколение к специальностям сельского хозяйства. Причем не просто привлекаете, но еще и к таким уже усовершенствованным, механизированным. Да. А сколько заявок поступило в этом году? В этом году к нам поступило более 1000 заявок, и более 600 из них прошли тестовые задания и прошли первый этап. И к нам на второй этап в наш вуз мы приняли более 200 участников из 35 школ и 16 районов нашей республики. А если сравнивать с предыдущими годами, как-то растет количество участников? Да, конечно, количество участников с каждым годом все больше и больше. Если в прошлом году мы приняли более 150 детей на очный этап, то в этом году это уже больше 200. То есть такая заинтересованность именно есть? Да, конечно, есть. Ага. А если говорить о районах, вот с каких районов преимущественно участвуют ребята? Конечно, в основном участие принимают участники из центральных районов. В большинстве случаев это Мегино-Кангаласский район, Горный район, Усть-Алданский, Намский, Кангаласский район, Черопчинский, Татинский. Но в этом году мы были очень рады приветствовать участников из арктических районов. Это Абыйский и Булунский район. Вот они впервые, да? Да, они впервые к нам участвовали в нашем конкурсе, специально прилетели на очный этап, и мы были очень рады этому. Я предлагаю поговорить именно о самой составляющей конкурса, по каким правилам участникам дают задания. Конкурс работает по 9 направлениям, и к этим 9 направлениям прикреплены компании-организаторы, да, которые, собственно, отправляют нам оборудование, с которым мы работаем на конкурсе, и составляют задания. Это компании «Открытая робототехника», «Сканекс», «Геоскан», компании «МГВОД», АВК и «Новосибирский ГАУ». Вот эти компании поставляют всем агровузам, да, которые проводят конкурс, оборудование, на которых мы работаем. И у нас на региональном этапе также есть свои партнеры республиканские. Это, конечно же, Технопарк Якутия, Фонд развития инноваций Республики Саха-Якутия, агрохолдинг Туймада, Якутский научно-исследовательский институт имени Сафронова и Алмаз-Эргиенбанк. А что в этом году поставлял Технопарк? Технопарк нам помогали именно в организационных моментах, покупка призов, поощрений для наших участников. А вот тогда наши местные производители, наши местные разработчики что поставляют? К сожалению, пока наши местные разработчики именно как организаторы конкурсных направлений не участвуют, но мы надеемся, все впереди. Хорошо. А появились ли в этом году какие-то новые конкурсные направления? Традиционно мы работаем по нашим направлениям, таких как агророботы, агрокоптеры, агрометео, агрокосмос, агробио, добропчел. И в этом году добавились 3 новые направления. Это агророверы. В этом направлении ребята управляют роботом дистанционно, программируя его. То есть они сидят в другой комнате, а робот, допустим, ездит на улице, да, на полигоне. По направлению агровед ребята изучали 3D-атлас, изучали строение скелета, внутренние органы коровы, кошки. Также они делали ультразвуковую чистку зубных камней животных специальным скалером и также научились накладывать швы на раны. Вот вы упомянули агророботов. Вот расскажите, для чего нужно сейчас овладевание вот именно этим навыком?
Агророботы, конечно же, применяются на полях. Да. Наши агророботы, они могут условно садить картошку, вспахивать поле, да, проходить труднопроходимые места. И они как луноходы, можно сказать. И для этого у нас есть специальный полигон, более 36 квадратных метров, где расположены разные участки с полями, с труднодоступными местами и так далее. То есть прямо вот в рамках этого конкурса, да. Ребята, они вот с этим роботом работают. Да. А что делают? Сеют? Там, да, пашут? то есть по заданию они могут, допустим, взять сток сена и проехать по маршруту и покормить корову, там, взять бидон молока и куда-то на сарай его отвезти и так далее. То есть задания в таком роде выполняются. А после отборочных этапов куда дальше двигаются участники конкурса? Сам конкурс длится в 3 этапа. То есть первый этап, он дистанционный. Ребята регистрируются на специальной платформе, где есть вся необходимая информация, чтобы пройти первый этап. Первый этап — это тестирование, то есть 40 ребят, которые набрали максимальное количество баллов, проходят на второй очный этап. По каждому направлению 40 участников. Далее второй этап, он очный, да, проходит на базе нашего университета. И третий, финальный этап, он проходит по 3 городам. Это город Орел, Казань и Новосибирск. И наш финальный этап по территориальной принадлежности проходит в городе Новосибирск в сентябре месяце. И перед, конечно же, финальным этапом мы проводим такой небольшой тренировочный лагерь, где в течение недели ребята обучаются на работе по оборудованию и готовятся, собственно, к финалу. А что ждет в финале, известно уже? Да, ну в финале конкурсов примерно такие же. Могут быть небольшие изменения по регламентам, но в принципе их ожидает то, что и было в очном этапе. То есть все ребята из России, они уже в равных условиях с одним и тем же оборудованием работают и встречаются. Правильно я понимаю, у нас финалисты уже определены, да, в этом году. Вот расскажите о них подробнее. В этом году мы отобрали 27 финалистов, то есть 3 финалиста-призера по каждому направлению. В прошлом году их было 6 победителей по каждому направлению. И, конечно же, уменьшение количества призеров так повысило конкуренцию среди наших финалистов, но также у нас все больше и больше направлений. Все школы, конечно же, проделали очень большую работу, но хотелось бы отметить именно Майнскую СОЖ Мегино-Кангаласского района, Бердигостявскую СОЖ Горного района, Намскую Улусную гимназию, Намскую СОЖ номер 2 и Хатасскую СОЖ. Вот из этих школ у нас поступило больше всего заявок, и из этих школ у нас больше всего победителей в очных этапах. Ну, то есть география вот такая вот, а именно, если говорить, кого больше, мальчиков, девочек? Я бы сказала поровну, и девочек, и мальчиков. А вот усложняются ли задачи, именно задания по сравнению с прошлым годом? Да, по некоторым направлениям каждый год у нас разные задания. Допустим, по направлению агрокоптеров в прошлом году было, допустим, поднять груз квадрокоптером, да, и от пункта А отвезти его в пункт Б, допустим. А в этом году условно квадрокоптеры летали и считывали информацию с QR-кодов и, допустим, узнавали, что там на складе находится, и передавали информацию в этом плане. Ну, то есть, понятное дело, задания стали сложнее. Да. А если говорить уже об итогах, какие изменения произошли в этом году относительно итогов? Относительно итогов мы увидели очень много новых лиц, можно сказать, что нас тоже также очень удивило. Также у нас есть и прошлогодние победители, некоторые по направлениям коптеры, роботы, но в основном это все новые лица. И среди финалистов также есть победители, допустим, по агроветеринарии с Булунского района, с Оптической гимназии. Дает ли победа в конкурсе какие-то преференции уже при поступлении в высшее учебное заведение? Да, при поступлении в вузы этот конкурс дает дополнительные баллы по ЕГЭ, да, и каждый вуз этот балл сам корректирует. В нашем вузе это до 7 баллов на призеров
и до 5, именно финала России, и до 5 баллов призеров очного этапа. Также финалисты прошлого года сейчас могут подать заявку в лагерь «Артек» на смене «Инношкольник» в сентябре месяца этого года. Ну, также наши партнеры нам предлагают очень хорошие призы, дипломы, и также ребята получают медали от ярмарки «Золотая осень» от Министерства сельского хозяйства. Светлана Владимировна, а вот можно ли сказать, что Агро-НТРИ сегодня такая кузница кадров уже будущих профессионалов сельского хозяйства? Конечно. И когда мы начали организовывать этот конкурс, нашей главной задачей было привлечь больше абитуриентов аграрные вузы. Да? И можно сказать, мы этого добились. И уже вот наши участники, призеры и очного этапа, и российских финалов поступают в наш аграрный вуз, на инженерный факультет, на факультет лесного комплекса и землеустройства. И вот надеемся, что абитуриентов с каждым годом все будет больше и больше, и будет это сохраняться. Светлана Владимировна, предлагаю поговорить немножко еще об университете. Раньше назывался ЕГСХ, сегодня это Агровуз. Вот немножко по истории, почему такое изменение в названии? Ну, в 2020 году мы получили статус университета благодаря поддержке нашего правительства, конечно же, и с каждым годом наши факультеты все расширяются, добавляется все больше новых образовательных направлений, и в связи с этим мы получили вот такой статус университета. То есть наш университет делает фокус не только на сельское хозяйство, да, но и на технические направления, допустим, теплоэнергетика, машины, аппараты, пищевых производств, информационные технологии и так далее. Светлана Владимировна, в заключение я предлагаю вам озвучить ваши пожелания по итогам вот отборочного этапа конкурса. Ну, мир не стоит на месте, и мы считаем, что важно поменять мышление детей о том, что вот сельское хозяйство — это не только ручной труд, да, но и передовые технологии. И вот наш конкурс как раз вот дает те компетенции, которые могли бы в будущем, да, помочь нашим детям получить ту мотивацию, которая смогла бы им вернуться домой и заняться развитием села. Светлана Владимировна, спасибо, что пришли к нам, ответили на наши вопросы. Будем надеяться, что у нас будет еще больше профессионалов вот в области сельского хозяйства. Спасибо. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До новых встреч.